Больше месяца внимание мировой общественности пристально было приковано к событиям в Украине. Некогда самая красивая площадь в Европе, Майдан, стала площадкой для горячих спичей с трибун, яро требующих свержения власти Виктора Януковича и вхождения в Евросоюз лидеров политических партий. Или сейчас, или никогда строчила горячие лозунги для манифестантов Юлия Тимошенко с мест лишения свободы. Была проведена огромная работа по дестабилизации страны. Новый кабинет министров и губернаторов набирался из числа олигархов и предпринимателей. Власти в Киеве являются нелегитимными, объясняются они. Майдан дискредитирован и больше не является влиятельным. Удержать свою власть сегодняшняя хунта может попытаться только на штыках, диктатуре и терроре со стороны неофашистов и спецслужб. Люди разочарованы в своих политиках и в своих вождях, в своих революционерах и в Западе, поманившим заманчивым вхождением в Евросоюз через подписание договора. Однако это подписание никогда не обозначало нахождение в Евросоюзе, объясняют известные политики. Почему оппозиция, которая борется с действующей властью, она постоянно обращается к евротематике? Очень легко спекулировать на этих вопросах. Хотите жить, как в Париже? Хотим. Давайте подписывать. Но давайте, а кто бы сказал, давайте почитаем. Вы читали, что там написано? Посмотрите, что там написано. Рынки открыть, денег нет, нормы и торговые, и технические регламенты ввести европейские. Ну, значит что, промышленность надо закрыть, сельское хозяйство развиваться не будет. Я уже сказал, это явный абсолютно крен туда, становиться сельхозпридатком еврозоны. Кажется, Запад делает ставку прежде всего на покорение, насилие неофашистов, люстрацию, дискриминацию, ассимиляцию, политическое бесправие неугодных и подавление и расправу с другими культурами и языками. Яркий пример – полуостров Крым со своим русскоговорящим населением. Но власти Крыма не признают решение Верховной Рады Украины об отстранении от президентского поста Виктора Януковича. Новый премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, пришедший к власти на фоне политического противостояния в стране, обратился к Москве с просьбой о помощи. После чего президент России Владимир Путин запросил у Совета Федерации право на введение вооруженных сил на территории Украины для защиты российских граждан. Когда увидел, что делается сейчас в Киеве, что к власти пришли неонацисты, что Киев отдан на разграбление, что крики о том, что коммунистов там, на виселице, русских на ножи, то есть нацисты пришли к власти. 1933 год, Германия. И что самое печальное, что Европа поддержала этих фашистов. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров с самого начала дестабилизации власти в Украине выступал с призывом к крымским татарам и населению Украины не поддаваться на провокации неонацистов из Запада. Также было принято решение об оказании гуманитарной помощи населению Крыма от регионального общественного фонда имени Ахмадхаджи Кадырова. Ситуация в Украине находится на строгом контроле у главы Чечни. На неделе он не раз поднимал этот вопрос. Tas Bābiešu lidā Ādāna ceļā provocīts bojušā nošķi bušais bojuši bandēroši bošuram štāna дикаина шу короче дон харахилла вajhilla шу российский дон пророссийский душу дастон ох без виду боштай зайна стабиль белчит тугаван вай да леце дон каждый ночью дон доступ дроп его думал почал как дон диарадия ходу дон. По словам Адама Делимханова, он поддерживает постоянную связь с представителями чеченской диаспоры в этой стране. И они одобряют позицию главы Чечни, которую он озвучил ранее. Рамзан Кадыров в своем заявлении накануне отметил, что никогда не позволит посягать на жизнь и нарушать права граждан России, проживающих в Украине, вне зависимости от национальности. Представители Гводжаиш Бохшбар, телефон шел, амел шел, сунтехач эл шел, уже им понятно было, заявление день шел, вот худи без, вот худи лудис. Сундел тига цац был чакачем баташи, заявление день шел, вообще полным коренным образом ситуация обстановка хица ела, да шейк хадил отношение внимание дать из-за хица
Происходящий в Украине путч подрывает экономическую стабильность страны. Самопровозглашенный премьер-министр Украины не скрывает, что казна пуста. Ее под шумок расчистили. Нечем платить пенсии и детские пособия. Государственный долг страны уже превысил 70 миллиардов долларов. План экономической стабилизации вызывает скептические прогнозы. А пока правительство предлагает затянуть пояса. И должны это сделать прежде всего украинские пенсионеры. Уже в марте новое правительство намерено снизить пенсии ровно вдвое. Если сокращение пенсии в 2 раза, то это так, знаете, это все, это конец нам, пенсионерам. Жители Украины могут рассчитывать на помощь со стороны. Об этом заявил глава Чечни на встрече с депутатом Государственной Думы Шамсаилом Саралиевым. По словам Рамзана Кадырова, общественный фонд имени первого президента готов хоть сейчас отправить гуманитарный груз для тех, кто в этом нуждается. Курировать этот процесс будет Саралиев, как член Думского комитета по международным делам. Также глава республики отметил важность взаимодействия с выходцами из Чеченской республики, которые проживают на территории Украины. Сейчас еще президент поручил всем регионам, правительству оказать гуманитарную помощь населению, крымское население, там полностью обойдено. Уже фонд до КИЧИ, хотя На встрече с заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Зиадом Сапсаби стало известно, что активная политическая позиция главы Чеченской республики по украинскому вопросу интересна многим представителям мировой общественности. Рамзан Ахматович, хочу отметить, что благодаря вашей взвешенной, грамотной политике и вашей позиции по событиям на Украине, сегодня и федеральный центр, и парламент, и средства массовой информации, как российские, и как международные, обращаются к нам не только за комментарии, но даже для того, чтобы мы дали анализ ситуации на Украине. Каким должен быть финал всего этого плана Украины, пока не слишком ясно. Судя по всему, сейчас разворачивается лишь очередная глава. Еще недавние союзники по Майдану, похоже, увлеклись политической борьбой друг с другом. Так называемая радикальная партия выдвинула кандидата в президенты своего лидера Олега Ляшко. На Украине он прославился тем, что несколько лет отсидел в тюрьме за хищение государственного имущества. Будучи депутатом, устраивал драки прямо во время заседаний Верховной Рады. Приносил на Майдан своим сторонникам виллы. Вслед за Ляшко о возможных амбициях на пост главы государства объявил и лидер правого сектора Дмитрий Ярош. Тот самый, кто призывал международных террористов нападать на Россию. Так что можно представить, кто и какими способами будет агитировать за этого кандидата. Более того, его боевикам новое правительство согласно дать статус регулярных воинских подразделений. Арсений Яценюк уволил нескольких заместителей министра обороны лишь за то, что выступили против раздачи оружия националистам. Ведь в таком случае они станут самой грозной силой в стране, и противостоять им вряд ли кто-нибудь сможет. Жители Украины уже привыкают бояться новой власти. Я действительно беспокоюсь за наших братьев, и там очень много проживает татар, русских, казаков, чеченцев, которые не хотят войны. Я за то, чтобы не пострадали люди, граждане Украины, наши, которые проживают на Украине. И я знаю цену жизни, я знаю, что делает война и что происходит в послевоенном регионе. Держать в страхе населения не позволят его соседи, как отметил Рамзан Кадыров. Украина всегда была для России союзным и братским государством, втянутым сейчас в большую политику. Учитывая задолженность Украины за газ, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что подача топлива будет прекращена, если долг не будет погашен. Стало также известно, что Евросоюз обещал открыть свой рынок для украинских товаров в одностороннем порядке. По этому поводу глава Чеченской республики отметил, что происходящее в стране явно демонстрирует амбиции Запада. В отношении Украины идет беспредел. Запад, Европа играет по своей задуманной игре. Не хочет признать в том, что бандеровцы, террористы там существуют. Если есть доказательства, стреляли на мирных жителей те же самые экстремисты, террористы, так скажем, шайтаны, и по полицейским, по мирным гражданам. Я думаю, что живой пример чеченский народ и наш регион, они должны брать пример и сказать свое слово. Народ должен определить. Правом на политическое самоопределение крымчане смогут воспользоваться уже 16 марта. Жителям Крыма предстоит референдум о будущем полуострова. Автономия в составе Украины или субъект в составе Российской Федерации. Эти варианты предложены Крымским Верховным Советом. Зарема Асабаева и Абубакр Зубайраев. Новости 7.